Стала известна разнарядка по частичной мобилизации в Коми. Цифры озвучил военный комиссар республики на прямой линии в общественной приемной главы. Призвать планируется до 1000 человек. Подлежат мобилизации военнообязанные в запасе по определенным военно-учетным специальностям, обозначенным в указе Верховного главнокомандующего страны. За несколько дней на призывные пункты без какой-либо повестки добровольцами пришли больше 100 человек. Какие еще поступили вопросы от жителей в материале Ольги Коняевой? Будет вопрос такой. У меня военный билет стоит категория В, ограниченная годность. Возможно ли не пойти добровольцем? Звонивший готов отправиться добровольцем на передовую. Однако в анамнезе бронхиальная астма, ограниченно годен. С таким диагнозом на боевую не возьмут. Таков закон. Добровольцев в регионе достаточно, отметил военный комиссар региона. Только за дни частичной мобилизации более 100 человек. С начала военной операции эта цифра в разы больше. Также есть желающие пойти по контракту. Всего по частичной мобилизации в Коми призовут до 1000 человек из 160 тысяч возможных. В указе президента Российской Федерации жесткого критерия по возрасту нет. Поэтому, если вы гражданин, пребывающий в запасе, у вас какое воинское звание? У меня младший сержант. Младший сержант. До 50 лет. Еще вот вопрос такой. По денежному удовольствию солдат. Денежное довольствие военнослужащих, призванных по мобилизации, приравнено к денежному удовольствию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и на сегодняшний день начинается от 192 тысяч рублей. А дальше будут все различные накрутки, надбавки. Призванный по мобилизации приравнивается к военнослужащему и не подписывает контракт. Окончание срока воинской службы совпадает с окончанием в стране частичной мобилизации. Ошибки призыва бывают и в каждом случае разбираются. Одного человека из Коми уже вернули из центра подготовки домой. Вопросы возникают и по состоянию здоровья. Важно заявить о проблемах на призывной комиссии, которая направит на медицинское обследование. Молодые люди просто не прибывают в военкомат, не сообщают о перемене места жительства, не сообщают о перемене работы, не сообщают об изменении своего состояния здоровья, потому что лет за 10-15 состояние здоровья может меняться. И вот отсюда возникают все разные вопросы. А вот особенность призывной комиссии по мобилизации, что гражданин заявляет о своем состоянии здоровья. То есть заявительный характер. Не обязательный, а заявительный. Так прописано в законе. Понимаете? Потому что ему мероприятия все по его состоянию здоровья и его категории годности были вынесены ему, когда он пошел проходить службу по призыву. Напомнил Дмитрий Федин и об обязанности руководителей предприятий о бронировании сотрудников. Почему кто-то опомнился только сейчас? При объявлении мобилизации бронирование приостанавливается. Но в связи с тем, что у нас введена частичная мобилизация, у нас же не всеобщая мобилизация, а частичная мобилизация. Поэтому вот бронирование будет продолжено. По распоряжению главы Коми в призывную комиссию, кроме штатного состава, будут входить представители прокуратуры и судебных приставов, а также ветераны боевых действий. Они дадут практические советы, например, что взять с собой. Поступили вопросы по трудовым отношениям. Кого-то уже рассчитали, хотя отправят только на следующей неделе. Получаются дни простоя, никто не оплатит. Пока непонятно, как действовать призванному руководителю небольшого бизнеса. Такие примеры есть. А что делать с сотрудниками, которые трудоустроены? В Трудовом кодексе нету нормы, которая бы содержала, что он может уволить этих сотрудников, чтобы платить налоги и исполнять государственные контракты, которые он заключил до мобилизации. За границу особый выезд для военнообязанных в запасе до 36 лет, которых могут призвать. Тем, кто старше, можно. Списки на погранпунктах есть. Сегодня одного такого остановили на пути в Египет. Нужно взять документальное разрешение военкомата. А вот внутри страны перемещение свободное для всех, кто не получил повестку. Военный комиссар отметил, важно не искать ответы в интернете. Есть горячая линия общественной организации, которые помогут. Подчеркнул, вопросы, поступившие на горячую линию, на контроле главы Коми. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.